На центральной площади люди начали собираться задолго до времени вечерней молитвы. С разных уголков Чечни жители приехали по приглашению главы региона Рамзана Кадырова. Столы к тому времени уже накрыты овощами, фруктами и напитками. Этим здесь в основном занимались волонтеры, члены общественной организации. Помощь оказывали и просто дети. Специально для удобства провели дополнительное освещение и воду. По периметру расставлены мусорные баки. На площади установили 3 импровизированные кухни, где с раннего утра трудились десятки лучших поваров. На массовый ифтар приехали десятки тысяч людей. Семьей дехкин шадеш почаудul эжму дордат далса юльцунар. اشتويج دال خلقا متعولش خلق خن متعدلش إذ خلقا متعولش أزبز خوال دالشا واتسقوشتن وين غوز واخول Vai pač Ramzan Kadyrov sa dok soha dinava, vai mahna šie čuah stališ khitina saš, vai busu biješ na veješ на сталиш khitин, vai дузуашу и дел рейс хотун. Женщины, дети, люди с ограниченными возможностями. В стороне от призыва не остался никто. Как признаются собравшиеся, это мероприятие не просто благотворительная акция. Это очередное доказательство сплоченности и единства народа. На разговение в Грозный приехали даже из соседних республик. По словам гостей, такого масштабного совместного ифтара они нигде не видели. Мы с супругой уже 2 недели в этом чудесном городе. И с каждым днем все сильнее и сильнее удивляемся. И очень удивлены вот сейчас. Мы нигде такого не видели. И говорят, Москва город чудес. Действительно, город чудес – это Грозный. И мы убедились. Спасибо большое. Первый раз вижу такое. Если честно, первый раз. Спасибо Рамзану Кадырову, что он так организовал. Пусть Аллах ему еще даст ему благословение, большое удачи в жизни ему, прекрасно за свой народ. Первый раз вижу такого президента. Спасибо ему очень большое. Не заставил себя долго ждать, и глава Чечни Рамзан Кадыров присоединился к народному разговению вместе с сыновьями. Здесь его уже ждали муфтии и богословы со всех республик Северокавказского федерального округа. После призыва муэдзина собравшиеся совершили коллективную молитву. Вечер нашидов открыли детская хоровая студия «Ихсан» и певица Арашана Алиева. Вокалисты исполнила нашид, в котором приветствуют и восхваляют священный месяц Рамадан. Выйти на сцену уже через пару минут предстоит вокалисткам девичьей хоровой капеллы «Фирдаус». К масштабному мероприятию девочки готовились с особой ответственностью. Певицы выступали на различных сценах, однако, по их словам, волнуются девочки, как перед первым выступлением. Сегодняшнее мероприятие отличается, потому что оно очень важное для всех мусульман Чеченской Республики. Нам предстоит выйти на сцену. Это, конечно, волнительно очень, потому что здесь очень много людей, но я надеюсь, мы справимся. Да? Мы собираемся исполнить нашид, и да, я думаю, всем понравится наше исполнение. А этот молодой человек приехал с республики Ингушетия. Он исполнил сегодня нашид под названием «Дружба ради Всевышнего». Парень признается, что давно мечтал выступить в Чечне, а участие в таком масштабном богоугодном деле для него особенно отрадно. دالصادوش إنشليل هم برات خ شنيز عم حدا هيقات وش بقدوش حمد بوصل حمد طريقة بلغات غلا مكر حاجي تواب شو سايش مثلا شخوش خلوش إن شاء الله دال أندلي دالصادوش مرخي بدال بركة بالبسموش. Жемчужиной вечера стало выступление дочерей главы региона, которое, как всегда, не оставило равнодушным никого. Berkat dah hujna khana, bas
Выступали перед собравшимися также мужская вокальная группа Или, Ризауди Исмаилов, Хеда Газиева, Макка Межиева. После завершения чтения нашидов перед верующими выступили богословы. Они рассказали о значимости этой ночи для всех мусульман. И хотя точная дата наступления ночи предопределения неизвестна, религиозные деятели предполагают, что эта ночь выпадает на последние 10 дней месяца Рамадан. Кроме того, они призвали собравшихся направиться в мечеть, где можно увидеть священные реликвии пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Эсмина Гацева, Розана Цамаева при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.